коллектив первого государственного подшипникового завода выступил инициатором социалистического соревнования в честь предстоящего 20-го съезда Коммунистической партии Советского Союза. На многолюдном митинге начальник цеха Козлов сказал: «Призываю вас, товарищи, широко развернуть социалистическое соревнование за достойную встречу 20-го съезда Коммунистической партии. Пусть наш труд, вливаясь в единые усилия всего советского народа, сделает нашу Родину еще более богатой и могущественной». От имени коллектива этот призыв поддержали главный инженер завода Громов, инженер Куваев. На митинге выступила первый секретарь Московского городского комитета партии товарищ Фурцева. Достойно встретить 20-й съезд партии, коллектив завода призвал предприятия Москвы в резолюции, принятой единодушно. Такие автокраны выпускает Львовский автобусный завод. Коллектив этого предприятия неустанно работает над улучшением производства автокранов и снижением их себестоимости. Главный инженер завода Осипчуков, конструкторы Адаян и Анастасьев нашли пути экономии материалов за счет уменьшения веса некоторых деталей, не снижая при этом их прочности. Они произвели конструктивные изменения поворотной рамы, кабины машиниста, стрелы и других деталей. Таким образом, была получена экономия около 500 килограммов металла на каждой машине. Автокраны стали не только легче, но и производительнее в работе. Теперь каждый 11-й автокран Львовский завод выпускает из сэкономленного материала. Всесоюзную сельскохозяйственную выставку в Москве посетила находящаяся в СССР сельскохозяйственная делегация Соединенных Штатов Америки. Гостей сопровождал директор выставки академик Цитон. Делегацию возглавляет декан сельскохозяйственного колледжа в университете в штате Небраска Уильям Ламберт. В составе делегации фермеры, ученые, коммерсанты, журналисты. Гости заинтересовались новым сортом пшеницы. Делегация побывала также в животноводческом городке Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Американская сельскохозяйственная делегация совершит поездку по Советскому Союзу и ознакомится с работой колхозов, совхозов, МТС и научных учреждений. Побываем теперь на юге Азербайджана, на пастбищах колхозов Ленкоранского района. Здесь вы видите несколько необычных животных. Это стадо зебовидного скота. Животные хорошо переносят жаркий и сухой климат. Молоко этих животных по жирности выше коровьего. Оно содержит до 8% жира. Зебоводческие фермы сейчас созданы во многих колхозах Азербайджана. Только один раз в год, летом, подкаменная Тунгуска становится многоводной, и вверх по ней могут идти суда. Для жителей отдаленных районов Эвенкийского национального округа этот караван доставит различные грузы и товары. Караваны ведут опытные речники, капитан Евгений Целищев и лоцман Юрий Белов. Они хорошо знают все препятствия и неожиданности, которые таит в себе эта своенравная река. В местах, где сильное течение, каравану помогает буксир. Только после двухнедельного перехода караван достигает цели своего путешествия – поселок Ванавару. Жители всегда встречают речников как самых дорогих, желанных гостей. 22 июля – День Возрождения Польши. В канун этого знаменательного праздника в колонном зале Дома Союзов состоялось торжественное собрание общественности столицы. Собрание открыл министр культуры СССР товарищ Михайлов.
президиуме государственные и общественные деятели, чрезвычайный и полномочный посол Польской Народной Республики в СССР Левиковской. Председатель президиума Верховного Совета РСФСР товарищ Тарасов в своем докладе отметил, что рождение новой Польши знаменовало величайшую победу польских трудящихся масс и явилось событием большого международного значения. Перед собравшимся выступил чрезвычайный и полномочный посол Польской Народной Республики в СССР Левиковской. Дорогие друзья и товарищи, разрешите мне прежде всего передать вам, представителям общественности города Москвы и в вашем лице всему советскому народу горячий братский привет от польского народа по случаю национального праздника Народной Польши. На следующий день в Москве открылась выставка «10 лет народной Польши». Многочисленные экспонаты и фотодокументы отражают успехи различных отраслей хозяйства Польской Народной Республики. Со всех концов страны собирались трудящиеся на праздник в честь 34-й годовщины Монгольской народной революции. Место сбора — Надомская площадь, близ Уламбатора. По традиции в этот всенародный праздник проводятся большие спортивные состязания. Соревнуются стрелки из лука. Секунданты взмахами рук сообщают о точном попадании стрелы в цель. Один из популярных в Народной Монголии видов спорта — национальная борьба. Этим своеобразным подражанием полету орла борец демонстрирует свою силу. В традиционных скачках участвуют лучшие наездники. Праздник широко отмечался по всей республике. Среди участников фестиваля молодежи и студенты в Варшаве будут ленинградцы, недавно окончившие консерваторию, Владимир Матусов, Виталий Копылов и москвичка-концертмейстер Нина Светланова. Мы к фестивалю приготовили ряд советских, русских народных песен и песни зарубежных стран. Сейчас мы работаем над новой фестивальной песней композитора Островского на слова Ашанина «Друг дорогой». Мы споем первый куплет этой песни. Друг дорогой, друг молодой, помнишь яркий костер в Бухаресте? Снова с тобой, рядом с тобой, по Варшаве проходим мы вместе. Взгляды друзей, песни друзей дарят нам городские предместья. Песни для нас и улыбки для нас в этот счастливый час. Счастья в жизни хочешь, счастья хочу и я. Рядом с тобой повсюду ходит мечта моя. Счастья хочет молодость, значит оно